Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Ого, Руслан, син уңышларга ирешәсең бугай. Подтянул татарский язык. Хәерле көн. Әлбәттә, татар теле хәзер модада бит. Постараюсь не отставать от участниц проекта «Татар кызы». Чыннан да, татар телен белү бик мөһим. Знание родного языка может сыграть в их судьбе решающую роль. И сегодня мы с вами в этом убедимся. Смотрите сегодня в программе. Ким ярым финалда көч сынашыр? Несомненно, подход к отбору участниц в этом году наиболее строгий. Татар кызы музейның иң кызыклы экспонатлары. У меня сегодня выдался хлебный день. Барлык халыклар безгә кунакка. Полуфиналистки приняли участие в чемпионате мира по тхэквондо. Итак, на всероссийском конкурсе «Татар кызы» прошел первый этап – региональный отборочный тур. Девушки со всех уголков Южного Урала пытались доказать членам жюри, что они достойны выхода в полуфинал. И в этой борьбе все средства оказались хороши. У меня сегодня выдался хлебный день. Мне вот подарили такую вот тюбетеечку. Я гляжу на нее и понимаю, что, судя по всему, участница сама ее делала своими руками. Модельер Лилия Васильева призналась, что в первую очередь оценивала костюмы участниц. И здесь есть над чем поработать. Некоторые девушки достаточно харизматично себя проявили на сцене, но костюм был не настолько раскрывающим их образ. Но главным аргументом за или против будет знание родного языка. И словно подтверждение тому, выступление победительницы прошлого года Залии Ахтямовой. От всей души она пожелала девушкам удачи, конечно, на татарском языке. Хөрмәтле дуслар, татар кызлары, мин сезгә барыгызга да уңышлар телисем килә. Сезне бик якты, бик матур конкурс көтә. Сезне шундый конкурска элеккәнегез белән мин сезне котлыйм. Барыгызга да уңышлар. Сезне яңа хис-тойгыларыгызны кичерешегездә бик матур уңышлар телим. Кстати, татарский язык занимает второе место в России по количеству говорящих на нем людей. Это одно из главных сокровищ народа, его великое достояние. Как говорится, туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Быелгы бәйге шуның белән үзенчәлекле. Үткән елларны безнең кызларыбыз татар телендә әз-мәз генә сөйләшкән булсалар, быел һәр кайсысы ничектер булса татарча әйтергә тырышып карады һәм ничек тә булса татар телендә сөйләшергә тырыштылар. Кайберләре бик матур сөйләште. Без бит инде бу бәйгедә үзебезнең кызларыбызның этник тамырларын саклаган, мәдәниятебезне күңелендә саклаган кызларыбызны сайларга тырышабыз. Шуңа күрә без бик шат. Участниц проекта ждут самые волнительные минуты. Изменить уже ничего невозможно. Осталось лишь дождаться решения нашего жюри. Несомненно, подход к отбору участниц в этом году наиболее строгий, потому что, естественно, девушкам, которые сейчас участвуют, им потом предстоит в финале бороться за звание самый-самый-самый красивый, талантливый татарочки Южного Урала и представлять уже наш Южный Урал, Челябинскую область на всероссийском конкурсе. Совещание длилось несколько часов, поэтому вкусные подарки от участниц пришлись очень кстати. После долгих совещаний и вполне сдержанных споров они назвали имена 14 полуфиналисток, которые продолжат борьбу за выход в финал. Итак, вот они, самые красивые и талантливые татарочки Южного Урала. Позднее к ним присоединятся победительницы региональных туров. Уже известно, что Башкортостан будет представлять Альбина Хаматова. На всероссийский финал приедет и Алсу Алтынбаева из Кемеровской области. Остальным регионам еще только предстоит выбрать свою татар кызы. Но конкурс не ограничится пределами России. О нем узнает весь мир.
Участие в чемпионате мира – это большая удача. Не только для спортсменов, но и для болельщиков и даже просто гостей. А нашим татарочкам выпала честь представить национальную культуру в парке чемпионата мира по тхэквондо. Здорово здесь находиться, вся эта атмосфера, столько людей, столько иностранцев, и они прямо такие, хотят фотографироваться, все полные эмоций, и ты с ними тоже идешь на контакт. Столько детишек сегодня мастер-классы делали, и не знаю, ну вообще вот эта вся атмосфера супер, и что мы здесь находимся, это правда стоит того. В Доме дружбы народов они не давали заскучать гостям даже на секунду и превратили небольшой уголок в настоящую деревенскую избу. Здесь нашлось место и для братьев наших меньших. Казалось, они тоже осознают всю меру возложенной на них ответственности. На главную сцену парка один за другим выходили татарские народные коллективы. Зрители смотрели, слушали, а потом пускались в пляс. Не могли устоять даже иностранные делегации и строгие судьи. Что такое чак-чак, теперь знают даже в Африке. Иностранным спортсменам лакомство пришлось по вкусу. Это татарское национальное блюдо. Biz bu bayramda qatnашуыбызга бик шатбыз. Татар халкының рухи байлыгын, тел байлыгын күрсәтәбез. Бүген без кунакларны татар халкының шәк-шәк белән сыйладык. Килгән кунаклар бик шат. Вот так весело и с пользой для общего дела татарочки отметили свой выход в полуфинал. Безусловно, этот день и участие в мировом празднике спорта навсегда останется в их памяти. Сойлап алу турлары тамамланды. Финалистларның исемнәре билгеле. Совсем скоро начнется интернет-голосование. А пока И зрителям, и участницам стоит набраться терпения, ведь через неделю нас ждет первое испытание. Әлегә тамашачыларга да, бәйгедә катнашучыларга да сабыр булырга кирәк. Чөнки безне бер атнадан беренче сынау көтә. китапханага киттекме? Ни өчен? Скоро узнаешь. Исән-сау булыгыз, дуслар. Киләсе очрашуларга тиклем. А в следующей программе вы узнаете: Ким дөньяда иң акыллысы? Конкурс, посвященный году литературы в России. Нинди вакыйга рум язуын гарәп әлифбәсенә алыштырган? Сколько весит самый большой Коран? И рукопись какой поэмы хранится в Британском музее? Ким дөньяда иң акыллысы? Иң авыр сорауларга алар дөрес җаваплар таптылар. На самые сложные вопросы девочки быстро давали правильные ответы. Балык сусыз тора алмый, кеше дуссыз тора алмый. Подруги или все-таки соперницы? Но справились. Хочу сказать спасибо. Большое. Смотрите нас каждый вторник в 18:20 на канале ОТВ.